Рахмат. Уважаемые коллеги, ну вот по обсуждению ФОМС, я думаю, здесь в целом можно по ситуации сказать. На сегодняшний момент система государственного управления, реагирования на реальные потребности, на меняющийся мир, она, на мой взгляд, совершенно неэффективна. То есть граждане и сама система госуправления существуют параллельно, в параллельных мирах. Это касается практически всех сфер деятельности. Ну, взять, например, ту же систему ФОМС, которую мы обсуждаем. На вопрос об эффективности мои коллеги говорят, что непрозрачная система, правительство говорит, мы веб-сайт создали и вот печатаем, значит, на этом сайте, вывешиваем списки различные и так далее. Давайте будем откровенны. Дело ведь не в сайте, дело в том, что население на сегодняшний момент должно иметь возможность разными способами, доступными здесь и сейчас в нашем государстве, получать информацию, реализовывать свои права и знать, как они, значит, денежные средства, которые они отчисляют, как эти денежные средства, в каком размере работают на конкретного каждого гражданина. И для этого множество различных технологий, электронные технологии. На сегодняшний момент это не применяется. И я думаю, что это ответственность и обязанность государства. Мы все прекрасно помним, когда в политическом пылу нужно было ввести биометрику для голосования на выборах, государство очень быстро мобилизовало все ресурсы, гражданское общество и донорские организации, и очень быстро, значит, удалось реализовать биометрику. Сейчас у многих уже биометрические паспорта у граждан. Но примерно с такой же готовностью надо говорить о том, что пришла пора менять систему вообще пенсионного страхования, медицинского страхования. То есть она должна становиться удобной, прозрачной, понятной. Некоторая государственная, если хотите, компания каждому гражданину разъяснит, зная свои права в области здравоохранения, в области собственных отчислений пенсионных. На сегодняшний момент сомневаюсь, что пенсионеры в далеком, допустим, селе, где-то в приграничном, они свободно могут понять и воспользоваться сайтом и так далее. Это просто недоступно как информация, как канал определенных действий. Поэтому сегодня система ФОМС работает не на гражданина, а на саму систему. Это комфортная позиция, но от нее нужно отходить. Вообще по государственной политике и по ФОМСу в частности. То есть во главе угла должен стоять человек. И система должна обслуживать его интересы. Вот этого не происходит. Поэтому большое недовольство. И, коллеги, мы все в разной форме высказываем одну и ту же претензию к правительству. Пора меняться. Следующий вопрос вот по машинам скорой помощи. На самом деле это патовая ситуация, то есть и денежных средств нет, да, и машин нет, получается, и крайних нет, и никто не понес ответственности. Ну, то есть понятно, что учитывая нехватку карет скорой помощи, в этой ситуации нужно разобраться до конца со стороны соответствующих органов. И еще по жизненно важным лекарственным средствам. Включите обязательно дорогостоящие препараты химиотерапии. Много раз говорю, их нет.